Нужно ли давать милостыню? А если нужно, то кому? Где находится Ильинский храм и что можно приобрести на православной выставке? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Довольно часто на улицах, в подземных переходах или возле храмов и мечетей можно увидеть людей, просящих милостыню. Каждый воспринимает это по-разному. Одни милосердно кидают им завалявшуюся мелочь или смятую купюру, а другие в их адрес бросают не очень лестные слова. При виде таких людей невольно возникает вопрос: кто это? Алкоголики, которые не хотят работать и довольствуются полученной суммой, или пенсионеры и инвалиды, у которых не хватает денег на пропитание. Так нужно ли подавать милостыню? Я обычно, бывает то, что вижу, бабушка какая-то, мелочь даю. Конечно, какие-то молодые, которые нифига на работу не ходят, просто сидят. Таким-то зачем давать, если когда они сами могут на работу пойти? По сути, так. Я вот так думаю. Я обычно даю. Может, не всем подряд, мне жалко, потому что наше государство не может помочь. Мы должны, бедные люди, которых большинство, мы должны помогать друг другу, я так считаю. Если не бабушки, а там мужики или там такие, они могут там водку или сигареты, они на ничего не там потратить. Не хочется давать денег тому, кто уже пьет там на вид уже. Поэтому, не знаю, как сказать, лучше нет таким людям не давать. Милосердие – одна из важнейших христианских добродетелей. Но как быть, если с протянутой рукой стоит явный пьяница, собирая деньги не на еду, а на бутылку огненного зелья? И надо ли подавать нищим, для которых попрошайничество стало профессией? Не нужно воспитывать трудней. То есть мы отчасти некоторых людей привыкаем к лени. То есть человек ничего не хочет. Просто получил, и он доволен. В то же время Христос говорит: всякому просящему дай. Мы не можем тоже сказать, что у него действительно, какие обстоятельства, почему он здесь сел милостыню собирать. Это тоже нужно, как сказать, если у человека совесть чиста, это нужно большой подвиг иметь, чтобы смелость сесть и просить у других милостыню. Если внимательно понаблюдаете, например, бабушка считает мелочь перед кассой, да, заплатите за ее продукты. Адресная помощь должна быть. Не куда-то в никуда. А вот если вы алкоголику подадите милостыньку, он напьется, а потом кого-нибудь убьет, то виноват будет тот, кто дал ему эти деньги. Поэтому нужно быть очень осмотрительным и внимательным. Добро, конечно, нужно, наверное, делать каждому человеку, и причем я стараюсь это делать хотя бы один раз в день, скажем так. Если я кому-то не помог, это, может быть, смешно звучит, но один раз в день обязательно нужно сделать хорошее дело. Я считаю, что нужно помогать людям, которые нуждаются в помощи. Даже где-то в Евангелии написано: подающий милостыню, то есть помощь, подает самому Богу. Это человеческое чувство, милосердие, сострадание, любовь, гуманизм. И надо, чтобы об этом народ не забывал. Добро делать обязательно нужно. Всегда нужно делать, каждую минуту, даже мысленно. Даже мысленно нужно. Ты всегда должен знать, что в тот момент, когда тебе хорошо, когда ты благополучен, кто-то в этот момент может страдать. Страдать ребенок, я не знаю, бабушка, пожилой человек. Как-то посильно нужно оказывать помощь, я не знаю, словом, взглядом, я не знаю, финансово, если возможно это. Детям там какие-то подарки, какие-то вещи, я не знаю, узнать, где это находится, перечислить деньги, перечислить какие-то необходимые, я не знаю, будь то краски, будь то лоскутки. У каждого человека найдется в быту дома то, что он может раздать или подарить. Просто отдать, просто так, безвозмездно. Всегда найдется.
Это обязанность каждого делать добро, делиться всем, что есть у человека. Если нет денег, то поделиться улыбкой, поделиться вот такими вот возможностями что-то творить. Любое дело – это садака считается, вознаграждение будет, польза от этого будет, как милостыня. Поэтому, если нет чем поделиться, можно хотя бы улыбнуться. И это тоже будет садака, тоже будет вознаграждение за это. Должно ли быть рассуждение в милостыне, или творить ее надо, не раздумывая? Сказано в Евангелии: просящему у тебя дай. То есть, нужно иметь рассуждение. Иметь рассуждение, как также говорил кто-то из святых, пусть милостыня у тебя запотеет в ладони. Да? То есть нужно с рассуждением относиться. Потому что Бог на самом деле к нам присылает людей. Мы встречаемся с людьми, которым реально нужна на самом деле помощь. Это каждый может вспомнить такой случай, когда вот ты действительно знаешь, что этому человеку нужна помощь. А вот этим дежурным, скажем так, просителям в переходах у храма, как говорится, сколько не жалко, сколько там, так сказать, монетку, да, и на душе спокойнее, и будешь знать, что... Потому что все разговоры, вот они там мафия, там вот это все они пропивают. Есть и способ помочь этим несчастным, которые у ограды церкви. Мы видим по их лицам, что они, так сказать, одержимы недугом каким, да. Не давать денег, а дать, допустим, продукты, да, то, что невозможно использовать, да, купив алкоголь, да. Вот, это самый нормальный способ помочь этим людям, да, одеждой, там, продуктами. И, как говорится, мы перед Богом исполним свое это послушание, да, и не навредим человеку, что он еще пойдет, купит бутылку там и еще глубже упадет в трясину. В Священном Писании Ветхого Завета говорится о помощи бедному, долге накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, помочь больному и калеке, поддержать вдову и сироту, оказать гостеприимство бездомным и странникам, позаботиться об узниках и так далее. А благочестивым людям приписывается подавать неимущим. Я раньше много об этом думал. Мне это был интересный вопрос, и я встречался там с таким мнением, что не надо давать, типа свое богатство отдашь. Потом встречался, некоторые говорили, надо давать. А потом я на личном опыте увидел как сильную практику, как метафору. Потому что с нами высшие силы и окружающий мир говорят метафорами. И метафора заключается в том, когда мы что-то хотим, например, деньги хотим, мы же просим их, мы внутри себя просим, и любое наше прошение как молитва. И в этот момент мы сами есть эти нищие. Мы как бы к Богу дай денег нам, дай повышение зарплаты, к примеру. И в этот момент, когда мы сами вот это прошение осуществляем, нам надо создать метафору, где мы в роли Бога кому-то тоже даем, то есть подаем. И когда мы встречаем нищего, который также просит, этот нищий зеркалит нас. Это мы и есть. И наша задача ему подать, если мы хотим, чтобы нам сверху подали. И в этот момент круговорот закрутился. Мы даем, нам сверху дают. Мы даем, мы сверху даем. И этим многие пользуются. Для этого есть системы пожертвований, благотворительности, десятины. Но они не для того, чтобы нам сверху обязательно дали. Это просто, естественно, круговорот, где круг вот этот заворачивается. И все получают все. И считается, что человек, который дает щедрый, он всегда богатый. То есть люди, которые не щедрые, они не богаты, они ограничены. Поэтому я рекомендую давать. В словарях сказано: милостыня – это проявление милосердия вещественного и духовного, поступок, являющийся проявлением христианской любви к ближнему, добровольная, бескорыстная раздача денег, продуктов, одежды нуждающимся, нищим, погорельцам, обездоленным. Побудительные причины и мотивы милостыни – моральные, нравственные и религиозные. Здесь уже личное дело каждого человека. Есть два мнения. С одной стороны, нужно дать, даже не думая об этом. А с другой стороны, был такой древний церковный памятник, Дидахи называется, «Учение 12 апостолов». Там написано, что да запотеет рука твоя, когда ты даешь милостыню. То есть, прежде чем дать, нужно долго подумать, кому даешь. Но, естественно, скорее, я думаю, что, наверное, нужно подавать, нужно помогать людям. Но если ты видишь, например, человек пьяный,
или же он сейчас эти деньги пропьет или наркотики истратит, то тогда зачем ему деньги давать? Лучше вот взять и купить ему покушать что-нибудь, например, еду какую-нибудь, одежду, вот этим помочь. Или словом оставить, помочь. Вот это будет лучшая помощь. А так действительно, ведь кто знает, вот человек оказался в какой ситуации. Иногда достаточно просто остановиться на пару минут, как бы сложно это не было в условиях городской жизни, и поговорить с человеком, задать пару простых вопросов, узнать, для чего он просит милостыню. Если на еду, то можно накормить его. Если нужна медицинская помощь, то оказать содействие или как минимум предложить обратиться в храм или в благотворительный фонд. Чтобы ради Бога, чтобы для успокоения надо, да. Если она нуждается. А если бывает, как роль играет. Бывает, как говорят, и для хорошего актера нет плохой роли. Некоторые играют роль. Смотришь, ну, раз она просит, я думаю, стоит так. Можно его где-то бросить, может одна остаться. Сейчас кризис на самом деле. Если здоровье, тогда пусть она лучше работает. Ну, посмотришь, чувствуешь. Бог же нам дал чувство. Кому-то даешь, кому-то не даешь. Если на самом деле плохое, попал в трудные ситуации, человек даже бывает, кушать ничего, да. Вид смотришь, так, нищий одевал, похудой, больной, и все бледный такой. Тогда деньги дашь, не знаю. Ради Бога. Опять же, вот тоже выражение, да запотеет милостыня в твоей руке, наверное, еще приводит к такому выводу, что, наверное, у каждого христианина дома должна быть такая копилочка для добрых дел. Да, то есть вот есть такая традиция, в древности еще была, что мы от заработанных своих денег десятину определяем на добрые дела. То есть вот эта десятина, там, может быть, это, ну, как бы не совсем, пусть десятина, кто-то там рубль отложит, кто-то 10, кто-то 1000 или больше. И со временем копилочка будет пополняться, и когда какая-то ситуация такая возникнет, что к тебе обратится человек, ты действительно можешь оказать посильную помощь. Не просто там копеечку дать, а действительно то, что поддержит этого человека и спасет от, может быть, голода или от какой-то беды. Милость или милосердие представляет собой одну из важнейших христианских добродетелей, которая исполняется посредством дел милостыни. Такая строгая классификация дел милости дается для того, чтобы человек лучше осознал суть этих дел и, следовательно, лучше воплощал их в своей жизни. Неподалеку от северного автовокзала города Уфы, на улице Кемеровской, расположился небольшой пророко-Ильинский храм. Он был построен на средства меценатов в 2009 году, всего за 1,5 месяца. Когда-то район, где сегодня находится пророко-Ильинский храм, относился к деревне Дежневки, которая в 30-е годы прошлого столетия вошла в состав столицы республики. Ранее церкви в этом районе Уфы не было. Мы знаем, что этот пророк родился в 950 году до Рождества Христова, в то время, когда в Израиле правит нечестивый царь Ахав и насаждает языческую культуру, традицию, веру, забывая истинного Бога. И пророк Илья является свидетелем истинного Бога, его провозвестником. Строительство этого храма стало для православных христиан, проживающих поблизости, настоящим праздником. Изначально храм не имел того убранства, которое имеет сегодня. Не было иконостаса, не было необходимой церковной утвари, подсвечников, не было отопления и многого другого. Но стараниями и прихожан, и первого настоятеля, священника отца Никиты Семенова, Господь устроил этот приход, и мне довелось продолжать это дело, начатое еще первым настоятелем.
И с благословения владыки, его молитв, его поддержки, и ныне здесь действует и продолжает действовать православный приход, который, я надеюсь, будет множиться и также будет развиваться, поскольку действительно задач очень много у нас стоит на ближайшее будущее. Но, как сказано в Священном Писании, пророк Иеремия, что человек предполагает, а Бог располагает, так и мы, конечно же, понимаем, что только лишь по благословению самого Господа Бога можем о чем-то говорить, о чем-то реальном, если это действительно случится. Потому что планов много, а реально сказать, что вот это сделаем, это в ближайшее, пока не можем. Но надеемся, что Господь не оставит нас, и с Божьей помощью нам удастся воздвигнуть и достроить до конца и дом притчи, который будет выполнять функции и воскресной школы, будут помещения для детей, где дети будут изучать Священное Писание, церковную историю, закон Божий, где будет находиться трапезная, просфорня, где будут выпекать просфоры, и все те другие, скажем так, помещения необходимы для полноценной жизни любого прихода. К сожалению, на настоящий момент времени ничего этого храм не имеет. И мы обращаемся и к нашим прихожанам, и к неравнодушным жителям Уфы, может быть, гостям города, которые посещают наш храм или посетят его, не оставаться в стороне, а проявить внимание к этому Дому Божию и внести свою лепту в дело его возрождения. В этом маленьком пророко-илинском храме уютно и всегда спокойно. И хочется верить, что найдутся люди, которые смогут помочь достроить дом, в котором будут учиться детишки, познавая учение любви и добра. По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона с 1 по 6 декабря в городе Уфе на ВДНХ «Экспо» по улице Менделеева, 158 проходит православная ярмарка «Рождественская». 1 декабря торжественное открытие выставки возглавил глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, который совершил молебен вместе с духовенством Башкортостанской митрополии. Будем с вами сегодня у святынь, которые во множестве собрались здесь на этой нашей выставке, ярмарке, просить, чтобы Господь простил нам наши грехи и дал нам то, что необходимо лично для нас, для наших семей, для наших детей. Далее митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон положил начало масштабной акции по сбору подписей за запрет абортов. Его примеру последовало духовенство и посетители выставки. Сегодня с открытием рождественской ярмарки мы начали сбор подписей в защиту жизни нерожденных детей, то есть против абортов, на территории нашей епархии. В течение всей выставки будет проходить сбор этих подписей. Любой желающий может прийти и такую подпись поставить. Все подписи будут переданы руководству нашей страны для того, чтобы принять закон о защите жизни детей, чтобы каждый, начавший свою жизнь под сердцем мамы, мог увидеть белый свет и не был уничтожен абортом. Это, как говорят, все новые, хорошо забытые старые. До начала 20 века во всем мире аборты были запрещены во всех странах всеми законами. И вот только жестокий 20 век, вот, как говорится, открыл вот эту печальную такую историю, открыл счет убийству детей под сердцем мамы. Поэтому мы хотим, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы каждый, начавший свою жизнь, мог ее продолжить и был защищен законодательно, чтобы в нашей стране законы защищали всех без исключения. Приглашаем всех прийти, поставить свои подписи под этими добрыми словами. Да поможет всем Господь.
В выставке участвуют представители Греции, Грузии, Осетии, Израиля, Черногории, Италии, Украины и многих храмов и монастырей России. Выставка, как и всегда, считается такой, как международная. И, конечно же, каждый участник приехал либо со своей святыней, либо с каким-то своим фермерским хозяйством. Есть представители, которые являются индивидуальными предпринимателями. То есть выставка очень насыщенная. У посетителей ярмарки есть уникальная возможность познакомиться с предметами религиозного культа, а также узнать больше о святынях храмов и монастырей, разбросанных по всему миру, и приложиться к чтимым иконам. Я представляю Грузию, монастырь Святого Георгия Победоносца. Этот монастырь очень древний. Он построен на месте явления Георгия Победоносца в XII веке. Шавнабадский монастырь, потому что Святой Георгий явился 900 лет назад на коне, и он был не в красном плаще, а он был в черной бурке, в такой грузинской. Она так и называется, Шавнабад. Да. Монастырь у нас с 1986 года действующий. Он пережил очень много исторических моментов неприятных. И персы разрушали, и турки, и Советский Союз способствовал. Но с 1986 года, слава богу, богослужения возобновились. У монастыря свое хозяйство довольно-таки обширное, свои виноградники. Но основное – это, конечно, горячая перегородчатая эмаль. Это техника VI века, она была утеряна. По благословению Святейшего она была вновь создана. И братья монастыря, 10 человек занимаются в монастыре этой эмалью. Ну и также, конечно же, в первую очередь миссионерство, чтобы вот эту духовную традицию православную грузинской и русской церкви мы сохранили и усилили, и чтобы, несмотря ни на какие политические интрижки, наши народы были вместе во Христе всегда. Главная святыня выставки – список чудотворной иконы «Отрада и утешения» со Святой горы Афон. Гости выставки смогут увидеть не только старинные иконы, но и узнать, чем сейчас живет современное православие. Мы представляем Свято-Елизаветинское сестричество милосердия Башкортостанской митрополии. Ежегодно мы на этой выставке участвуем. В этом году решили сделать сбор средств для нуждающихся, чтобы поздравить их к празднику Рождества Христова. Придумали такую интересную акцию, называется она «Рождественская почта». Будем предлагать людям подписывать открытки рождественские, чтобы поздравить своих близких. К сожалению, многие люди сейчас забыли про эти традиции, о том, что можно вообще близким своим дарить открытки, отправлять их по почте. Все эти средства, которые будут собраны, они пойдут на подарки для детишек социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, который мы посещаем. Также на подарки в Дом престарелых и инвалидов, тоже для бабушек, дедушек, для инвалидов. Ну и также для бездомных в социальном приюте, для бездомных при Крестовоздвиженском храме. Участие в такой выставке, оно, конечно, важно, потому что о такой деятельности, которую, например, мы совершаем, о ней нужно обязательно рассказывать. Многие люди об этом даже не знают, не представляют, чем занимаются сестры милосердия. И вот наша задача как раз во время участия в таких выставках рассказывать о нашей деятельности, то есть чем мы занимаемся, помощью нуждающимся категориям нашего города. Церковь в человеке раскрывает множество талантов. Поэтому здесь можно увидеть не только произведения искусств, ювелирные изделия, замечательные иконы, всевозможную посуду, православную литературу и одежду, но и продукцию различных монастырских хозяйств. Помимо интересных святынь и экспозиций, на выставке посетителей ждет большая и интересная культурно-просветительская программа, где можно прослушать выступления исполнителей духовной музыки, посмотреть православные фильмы и посетить духовные беседы. Меня зовут священник Анатолий. Мы как раз представляем здесь Амурскую Чагдамынскую епархию, Дальний Восток, при Амурской митрополии. А также мы привозим святыню уже в течение 3 лет из города Бари, из Италии, от мощей святителя Николая, Святое Мира. И люди, конечно, пользуясь этим святым миром, получают утешение духовное. Я бы советую, чтобы просто мы жили в мире, во Христе, в любви, в добродетелях. И самое главное, конечно, общались друг с другом. Общение было церковное, глубокое, потому что без церковного общения люди оскудевают. А
когда есть церковное общение, есть вера, то человек в состоянии, в силах совершить подвиг любви, подвиг милосердия. Поэтому пусть эта выставка, которая уже вошла в традицию прекрасного города Уфы, прекрасной уфимской метрополии, послужит людям как символ единения, мира, любви и действительно общения. Это тот ключ, через который мы можем понимать друг друга. Православная ярмарка рождественская работает с 10 до 20 часов.